Красивые дворцы, но бедное население. Почему внешний вид в Таджикистане важнее, чем то, что за ним скрывается, и это во всех сферах? Подписывайтесь на обновления, точно будете в курсе всего самого важного. Школьные годы зачастую больная тема не только для учеников, но и их родителей. Проблемы, на которые они жаловались 2-3 года назад, актуальны до сих пор. К ним уже добавились новые. Ежегодно с началом учебного года в народе начинаются разговоры о поборах, потому как среднее образование в Таджикистане бесплатное. Этот год не стал исключением. В социальных сетях десятки людей делились, что с них требуют деньги за ремонт классов, получение аттестатов об окончании школы и на покупку школьных принадлежностей. Представитель Минобразования и науки Амир Джалалидин заявил, что хотя сбор денег запрещен законодательством, другое решение правительства о подушевом финансировании учащихся дает родительским комитетам и учебным заведениям право собирать деньги на ремонт школы, приобретение художественных книг, организацию дополнительных занятий, но не наличными, а переводом на счет учреждения. Если родители хотят помочь учебному заведению, законодательство это не запрещают, но они должны перечислить это на счет школы. Дети не должны об этом знать, потому что это влияет на их психику. У всех школ есть счета, добавил он. Уже который год родители жалуются на то, что в учебном классе учатся слишком много детей, количество может доходить и до 60 человек, хотя согласно норме максимальное количество 25. Особенно тяжко приходится в жаркий период, когда дети и учителя помимо нехватки мест терпят еще и духоту. В таких условиях получать знания невозможно, дети шумят, мешают друг другу, и учителю вести урок сложно, учитель срывается, не может донести необходимую информацию до каждого ученика, и в результате большая часть детей так ничего нового за весь день и не узнает. Кроме того, преподаватели зачастую заняты бесконечными отчетами перед различными комиссиями. Ученики, соответственно, предоставлены сами себе. Принимать больше учащихся в школу при всем при этом экономически выгодно, а вот делить переполненный класс на 2 нет. Ведь тогда надо будет привлекать дополнительных предметников, которых сейчас с каждым днем все меньше. Сегодня учителей недобор, видимо, властями ощущается настолько остро, что порой к ведению урока привлекают студентов вузов, не только со старших курсов. Родители учеников же отмечают, что новые молодые учителя зачастую недостаточно компетентны. Одна жительница рассказала, что ее сыну в государственной школе русский язык преподает учительница, которая сама 2 слов на русском связать не может. По ее словам, из-за этого дети не воспринимают учительницу всерьез. Поначалу они исправляли допущенные ею ошибки, но после того, как она за это их отругала, прекратили исправлять и, соответственно, учиться. Подрывается авторитет не только из-за некомпетентности, но и зачастую грубого отношения учителей к ученикам. Со слов родителей, для некоторых вполне нормально называть детей стадом баранов или умственно отсталыми. Порой доходит до рукоприкладства. Молча терпят такое далеко не все ученики. Некоторые из учеников начинают грубить учителю в ответ. А когда в конфликт вмешивается директор, он чаще принимает сторону именно учителя. Как говорят родители, не желая толком разбираться в ситуации. На просторах таджикского сегмента Facebook, обсуждая эту тему, комментаторы делятся на 2 лагеря. Одни встают на сторону учителей, отмечая, что ученики иногда сами доводят педагога до такого состояния неподобающим поведением. Другие заявляют, что напротив, обнаглели сегодня именно учителя, которые детей за людей вообще не принимают. Кто-то объясняет грубое отношение учителей тем, что они эмоционально выгорели и не могут поддерживать интерес учащихся к своему предмету. Это уже не говоря о том, что устарелая программа обучения. Также внешний вид куда важнее знаний. На эту проблему жалуются не только родители, но и их дети. За неподобающий внешний вид ученика могут отправить обратно домой или публично отчитать на утренней линейке. При этом в некоторых школах, особенно старших классов, по словам родителей, через день нет 1-2 уроков, хотя в расписании не указаны. Очень часто из-за этого ученики предоставлены сами себе, а освоение школьной программы идет с трудом. Складывается впечатление, что внешним видом учащихся в некоторых школах пытаются прикрыть проблемы по учебной части. В иных случаях директора школ даже пытаются дополнительно заработать на форме учеников. Они принуждают родителей покупать или шить форму в определенном магазине или ателье и в качестве доказательства принести оттуда чек. Как потом выясняется, ателье заведует кто-то из родственников этого самого же директора. А как вы относитесь к таким проблемам? И сталкивались ли вы с подобным? И как их можно решить, по вашему мнению? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!